Абхазия возвращает себе курортную славу. Об этом свидетельствует то, что на нашей набережной стали появляться многие знаменитости. В этом году их было немало. Многие из них поддерживают абхазов в стремлении к признанию независимости. Как сегодняшние гости нашей студии. «Абхазия – моя вторая родина», произнесла она в интервью нашему каналу на всенародном сходе. Ее называют черным бриллиантом в золоченой оправе, Томом Джонсон в юбке и даже русской Тиной Тернер. Ценители таланта давно признали ее уникально по красоте и диапазону голос – почти 5 октав. Добрый вечер, дорогие телезрители! С удовольствием представляю вам гостью абхазского телевидения, российскую королеву блюза, блистательную Викторию Пермари. Добрый вечер, Виктория! Мы рады очень видеть вас у себя здесь. И сразу же задаю такой вопрос. Вы можете себе позволить любой роскошный отдых в любой точке земного шара, где высокий сервис и на границе нет постоянно вооружающихся грузин. Но тем не менее вы выбрали абхазскую Гагру. Почему? Как в России говорят, изба красна не углами, а пирогами. Также и углы, они красны не своими стенами и роскошью зданий, сооружений, а людьми. Люди, которые живут в Абхазии, это воистину добродушные, очень богатые душой и внутренним духовным миром создания. И среди них есть очень много моих друзей, которых я люблю очень давно, очень долго и безнадежно. Назовите нам их имена. Но, учитывая мою сферу деятельности, музыку, искусство и творчество, мои друзья – это, естественно, ваши именитые звезды Абхазии. Среди них Алтай Батоля, да, его ученица и восходящая звезда Абхазии Кучеберия Ильда. И мой старый, давний друг – это уже состоявшийся певец, живущий в России, Аджинджал Одик, который выпустил много национальных альбомов, и которые мы все слушаем с удовольствием. И сейчас в России я с ним как раз сотрудничаю. В общем, привет, Абхазия! Вот. Я была удивлена, когда узнала, что вы 9 лет уже отдыхаете в Абхазии. Ну, 9 лет назад Абхазия была совершенно другой. Абхазия стремительно развивается, потому что война как-никак все-таки утихла, основная, тех 90-х годов, когда здесь были одни развалины и разрухи, а теперь и потихонечку восстанавливаются дороги. Очень сильно меняется менталитет людей, потому что раньше мы были таким маленьким клочком земли, закрытым железным занавесом от многого внешнего мира, а сегодня мы развиваемся как цивилизованная страна, получая нужную информацию со всех точек земли, получая те самые необходимые эстетические, модные какие-то вещи, и развиваемся в правильном направлении, становимся истинным мировым курортом. Спасибо. Давайте поговорим о творчестве, о музыке. Вы стараетесь объединить разные жанры музыки: рок-баллады, соул, фанк, блюз. А вот с нашими национальными мелодиями вы знакомы? Я хотела бы это оставить небольшим секретом, вернее, сюрпризом для наших жителей, потому что этой осенью мы планируем большой сольный концерт по Абхазии в разных городах. Концерты пройдут в Сухуме, пройдут в Гаграх, в Гудауте, и в какие-то, может быть, еще затронем Пицунду. Давайте, Ячимчиру затроньте, да. Это абжийская часть Абхазии. Да, моим специальным гостем на моем концерте как раз и будут мои музыкальные друзья Алтайба Анатолий, вот, и Ильда Кучеберия. И мы вместе готовим как раз небольшие пару музыкальных сюрпризов. Забегая вперед, какой будет репертуар? Репертуар, во-первых, Анатолий у вас известный композитор, написавший множество хитов для Абхазии. Вот, и в эти сюрпризы и войдут несколько композиций, которые связаны с его непосредственным народным творчеством. Ну и что-то из типично абхазских народных песен, которые поют горцы. Вы нам будете петь на абхазском? Ну, я попытаюсь это сделать, по крайней мере, но все это будет в моей блюзово-джазовой обработке, чем я и вообще занимаюсь. Ведь определение блюз – это только небольшая стилистика вокального исполнения. А блюз – это один из жанров джаза. А джаз имеет широкий спектр. Среди него включены такие культуры, как латино, боссанова,
Госпел, спиричуэл, джаз-рок, фанк, фьюжн. Все это модные направления, которые сегодня перемешались, как моя кровь, которые имеют множество разных национальностей. И вот получается вот такой один большой фрукт. И музыка джазовая тоже имеет вот такую общую большой вкусный фреш. Виктория, я знаю, вы выросли в семье врачей. Да. Но почему-то не выбрали путь своих родителей, а выбрали музыку. Кто-то вас направлял? Я думаю, что сама судьба распорядилась таким образом, потому что родители мои оставили меня, когда мне было очень мало лет. В школьном возрасте они оба погибли, и мама, и папа. Хотя я все свое детство готовилась стать врачом, это правда. Но в тот момент, когда я осталась без опеки родителей, я попадаю в заведение с музыкальным уклоном. Таким образом, моя направленность по жизни уже была определена. Ну и, естественно, гены, которые живут во мне текут африканские камерунские. крови. Камерунец мой папа, да. И гены сделали свой, так сказать, ход конем. Я выросла музыкантом, певцом. Скажите, откровенно трудно пробиться в российскую музыкальную среду? И достаточно ли для этого, чтобы добиться успеха, достаточно ли таланта? Вы знаете, ну талант это должен быть прежде всего на первом месте, конечно. Но плюс к таланту еще нужно усердие, трудолюбие, повседневный тяжелый труд, который... В общем, жизнь воспитала меня в таком ключе первопроходца, в ключе трудяги. Я веду очень правильный образ жизни. Я не пью, я не курю, я каждый день бегаю. Я занимаюсь по много часов музыкой, я слушаю своих западных коллег. У меня очень широкий кругозор, у меня 3 музыкальных образования. Я постоянно расту за счет того, что я все время образовываюсь, учусь и постоянно активизируюсь. Я не сижу на одном месте, я постоянно нахожусь в стадии развития. А с кем из звезд российского шоу-бизнеса или музыкальной среды вы общаетесь? Кто ваши друзья? Мои друзья все представители шоу-бизнеса России. И в первую очередь Филипп Киркоров, потому что этот человек значит в моей жизни очень много. Мы видели вас в 2002 году в Чикаго. На мюзикле «Чикаго». Да, в России действительно в Москве прошел ошеломляющий мюзикл американского хореографа Боба Фосса, который в 40-х годах поставил этот мюзикл. И он дошел в наше время, в наши дни до сцены России. И Филипп Киркоров с Аллой Борисовной Пугачевой были продюсерами этого уникального проекта, где я и имела возможность и честь, в первую очередь, играть одну из главных ролей. И, между прочим, вместе с Лолитой Милявской, потому что мы с Лолитой играли одну роль. Мамаши Мортон, хозяйки тюрьмы, некой чикагской тюрьмы, где правили денежки. Ну и как во многих сферах нашей жизнедеятельности. Но чуть позже мы стали сотрудничать с американскими продюсерами, которые... Роберт Де Ниро, известный актер американский. Который... Вы о куиновском мюзикле, как раз я хотела об этом спросить. Просто, видите, группа Queen – это лондонская группа, а Роберт Де Ниро – американец. Он, естественно, в Америке развита немножко вот эта вот система шоу-бизнеса, когда люди правильно расставляют финансы, и поэтому дело ладится более на высококачественном уровне, и мы перенимаем вот эти положительные моменты, которые можно взять от Америки. Это, конечно, становление шоу-культуры. И Роберт Де Ниро был продюсером этого уникального мюзикла, который ставился, кстати, на сценах всего мира. И он и в Испании идет, и в Лондоне идет, на Кипре идет. И приехал к нам в Россию. Можно я буду немножко опережать и спрошу? Конечно. Вы это еще расскажете. Вот говорят, кастинг на выбор солистов, исполнителей песен в этом мюзикле был очень жесткий кастинг, и более 2000 человек, и многие известные российские певцы не прошли этот кастинг. А вот вас облюбовали, вашу кандидатуру одобрили лично Брайан Мэй и Роджер Тейлор. Это правильно?
Это правда? Это правда. We Will Rock You – это мюзикл, который состоит из очень тяжелого репертуара. Музыка рок, она имеет очень широкий, во-первых, диапазон в нотах и очень мощный запал драйвовый. Нужно быть фактически очень сильным физически человеком. Но так как гены мне достались приличные, и силы, и мощь голоса у меня присутствует, поэтому это все то, что нужно было для этого проекта. Вы поклонница Queen группы? Я считаю, что это величайшие музыканты, которые, как немногие рок-мены мира, мелодичны. У них что не мелодия, то мелодия. Обычно рок, он отличается только своей такой динамичной экспрессией, жесткой гитарой и фактически не мелодичной простецкой мелодией. Те группы, которые мы знали, ну, это такой жанр. А это группа, которая объединила несколько жанров. Ведь солист ее, Фредди Меркьюри, он был академическим певцом. Он пел раньше оперы. А потом он ушел на эстраду и стал членом этой группы Queen. И музыка получила вот такой вот, опять же, замес. Помесь жанров: мелодическая классика, симфонизм и роковая гитара. Все вместе это получился очень красивый коктейль музыкальный. А, Виктория, у вас есть успех, которым вы гордитесь? Успех, которым я горжусь? У России, у моей страны есть успех, которым гордится Россия, потому что несколько лет назад я ездила в Лос-Анджелес, где проходил первый чемпионат мира по искусствам. Председателем его была, среди жюри, председателем жюри была Лайза Минелли. И я выступала от России в двух номинациях, по которым завоевала 2 золотые медали, которые мне лично вручала Лайза. Вот, это был еще фактически только-только закончился застойный период в России, в Советском Союзе. И это был небывалый для нас как бы успех радости. Вернемся опять к теме Абхазии. Да. Что вы хотели бы увидеть или какой вы хотели бы увидеть Абхазию в следующем году? Я надеюсь, вы к нам приедете еще. И, между прочим, в следующем году вы уже приедете в признанную республику Абхазия. Я бы моей родной Абхазии пожелала бы только того, чтобы она развивалась на самом высоком мировом уровне в плане туризма. Потому что здесь такая шикарная природа, такие шикарные люди, такие ресурсы и такие возможности. Я побывала везде в мире, на всех пляжах и лучших курортах мира. Но такой богатой природы нет нигде. Это преступление, что у нас закрыты двери для граждан мира. Потому что мы можем получать финансы, мировые валюты здесь, в Абхазии. Все итальянцы едут в Египет. Все немцы едут в Турцию, канадцы ездят где-то на Канарские острова. Мы все вот эти западные страны, всю Европу можем приглашать сюда. Мы можем создать для них комфортные условия. И вот я искренне желаю Абхазии в ближайшие годы вместе с Олимпиадой в Сочи 2014 года подняться, воспрять духом, вспомнить наши былые времена, когда вы были истинными хозяевами своих владений, своих земель, и когда здесь царствовали и правили ваши князья, ваши бароны, ваши купцы, которые просто имели возможность, как полноправные хозяева, встречать гостей со всех стран мира. Мне хочется похлопать вам, на самом деле это чудесные слова. Ну, спасибо, мне остается поблагодарить вас за интересную беседу. И, как сказал Жириновский, я бы пожелала вам здоровья, но я пожелаю вам удачи, так как в «Титанике» все были здоровы. Спасибо. А я хочу вас поздравить еще раз с победой, с этим Днем независимости, за который я очень переживала, дорогие мои жители Абхазии. Будьте счастливы. Королева блюза всегда с вами. И в честь вас небольшой гимн радости из африканских селений. What to be anytime, but never here, and got to be, you wanting light, but you wanting hit a steal. But never hear what I get and see. It never need worry get to be away
far away. I love you, Abkhazia. Спасибо большое. большое. Дорогие телезрители, я напомню вам, это была королева блюза, блистательная Виктория Пьер Мари. До свидания.